скворечник называется кубанский казак. Есть еще русский казак, сова и собачка. Скворечники Владимира Комарова как персонажи из сказок. Процесс их создания начинается с покупки хорошей древесины, рассказывает мастер. Он предпочитает работать с сосной. Я ее строгаю, их потом делю. Это на крышу, это на стенки, это на то. И уже сортирую эти доски. И процесс начинается вот с таких заготовок. И я уже непосредственно здесь собираю эти скворечники. Когда соберу, шлифую, пропиткой пропитываю. Специально вот пропитка здесь, которая не боится ни воды, ни солнца. И они долго сохраняются. Самое сложное в творческом процессе – обработка деталей. Края досок должны быть гладкими, а внутри скворечника все остается нестроганным и не покрашенным. Мастер говорит, так сохраняется природный вид дерева, который нравится пернатым. Владимир Комаров также создает кормушки и домики для белок. Это собачка, она очень красивенькая. На дачном участке мы поставили вот эти вот кормушки, как бы чтобы птички там проживали. Вот такие вот интересные вещи нам очень нравятся. Они такие от души сделаны. Владимир Ильич у нас вообще золотые руки. У Владимира Комарова и золотое сердце. С недавних пор он начал поддерживать военнослужащих земляков в зоне СВО. На деньги от продажи скворечников закупают материал для маскировочных сетей, воск для окопных свечей, гели для сухого душа. Светлана Звонарева, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, ТНВ, Набережные Челны.